Мероприятие, организованное посольством России в Абхазии, представительством Россотрудничества совместно с Музеем боевой славы имени Ардземба, началось с показа документального фильма «Курск. Плечом к плечу». В зале музея собралось множество людей. В первых рядах глава государства Аслан Джания, вице-президент Бадра Гунба, члены правительства, депутаты парламента, посол России в Абхазии Михаил Шургалин. В приветственной речи директор Госмузея, герой Абхазии Мзия Бея рассказала об участниках прошедшего недавно международного лагеря «Потомки героев», ребятах, которые прибыли в Абхазию из Курска. В день отъезда из Абхазии они посетили наш музей. Им была проведена подробная экскурсия, в ходе которого были слезы и несдерживаемые эмоции. Молодые люди поведали нам, что они горды тем, что им доверили нести фотографии наших героев. После экскурсии мы вручили им благодарственное письмо за участие в акции и памятный подарок, напутствовали их добрыми словами поддержки, ведь мы не понаслышке знаем, что такое война и потери родных и близких. В тот сложный период нашей истории мы также нуждались в поддержке, и рядом с нами стояли неравнодушные люди из десятков стран, в том числе и россияне. Посол России в Абхазии Михаил Шургалин подчеркнул, что Абхазия является союзником, стратегическим партнером России, надежным и верным другом, а абхазский народ – братским народом. Друг познается в беде. Абхазия одной из первых признала сначала Луганскую и Донецкую народные республики, а потом и вхождение Луганской народной республики, Донецкой народной республики, Херсонской области, Запорожской области в состав Российской Федерации. Начиная с 2014 года плечом к плечу с россиянами сражаются абхазы в составе интернациональной бригады «Пятнашка». Мы с благодарностью отмечаем, что по линии общественности и, главное, по линии МЧС республики в зону СВО и сейчас в Курскую область отправляются гуманитарные конвои. Вот буквально в понедельник Лев Константинович Клицыний лично возглавит колонну грузовиков по договоренности с губернатором Курской области. Насколько я помню, 7 больших грузовиков отправятся туда с гуманитарной помощью. Все это свидетельствует о том, что Абхазия наш союзник и стратегический партнер еще и на уровне народа, на уровне общественности наш надежный верный друг. Министр иностранных дел Абхазии Сергей Шамба, приветствуя собравшихся, отметил, что в Абхазии все еще жива память о Великой Отечественной войне, ведь трагедия тех кровавых дней коснулась всех жителей республики. Сейчас мы видим, что снова разворачиваются события, которые не дают нам забыть об этом трагическом прошлом. Сейчас в этой войне 2 моих внучатых племянника сложили головы на Украине, вернее, уже на российской территории, на которую снова напали нацистские головорезы. Мы помним во время нашей войны, что против нас воевали представители УНАУНСО, которые бесславно здесь сложили свои головы. Мы все ждем скорой победы и уверены, что она наступит. Перед показом фильма выступили также представитель 7-й военной базы России Евгений Переволоцкий, председатель Координационного союза организации российских соотечественников в Абхазии Олег Юрченко и представитель интернациональной бригады «Пятнашка» Денис Соломко, который поделился с присутствующими информацией о событиях 5-6 августа, когда и произошло вторжение ВСУ на территорию Курска. Когда командование интернациональной бригады «Пятнашка» поступил приказ о выдвижении, в течение 2 часов были собраны, подготовлены к выдвижению подразделения, свободные от основных действий в Часовярском направлении. И 8 числа уже подразделения интернациональной бригады «Пятнашка» вступили во встречные бои с целью, скажем так, замедления продвижения противника. Далее остановили противника, и первым населенным пунктом, который был освобожден в Курской области, это был поселок Нечаев. Мы знаем факты, подтвержденные факты, когда гражданский транспорт абсолютно никакого вреда, скажем так, не представляющий, расстреливался из крупнокалиберных пулеметов.
тяжелой техники, погибали обычные люди, дети, женщины, старики. Это происходило массово. Фильм «Курск. Плечом к плечу» был снят телекомпанией Russia Today на основании записей с мобильного телефона жителя оккупированного поселка Суджа. По завершении кинопоказа присутствующие посетили выставку «Злодеяния киевского неонацистского режима в Курской области», также представленную в Музее боевой славы. В экспозиции представлены фотографии и свидетельства жителей Курской области, пострадавших в результате вторжения частей ВС Украины. Рада Чачава, Рамо Камке, Абхазское телевидение.